Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот главные темы этого выпуска. Единовременная выплата блокадникам. Глава государства подписал соответствующий указ. В республике началась работа по дегазификации населенных пунктов. Уже определены первые домовладения. Врачи со всей страны приехали трудиться на крайний север. Как встретили новых коллег на местах. В республике началась работа по догазификации населенных пунктов. В программу социальной газификации в регионе включены 4934 дома с охватом 11,5 тысяч жителей. По указу главы республики в регионе создан региональный штаб под руководством председателя правительства Андрея Тарасенко. Региональным оператором по дегазификации населенных пунктов является компания «Саха-Транснефтегаз». Как отметили в компании, большой проект будет реализован поэтапно. В этом году запланировано газифицировать около 300 домовладений, в том числе в первую очередь трубы проведут тем участкам, у которых существует пропускная способность сетей. Основная цель – это все-таки улучшить благополучие наших граждан, дать возможности для потребления газа, для пищеприготовления, подогрева воды, отопления. Такая цель. Правительство Российской Федерации достаточно быстро проработало все нормативные акты, которые необходимы. Последние документы были приняты на этой неделе. И вот социальная газификация предусматривает обеспечение газа тех домовладений, которые находятся в населенных пунктах, где есть уже газификация. Соответственно, под социальной газификацией понимается, что у человека уже оформленный земельный участок и оформлено это домовладение. На днях в Горном районе в селе Бердигистях 90 семей торжественно получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Строительство новых четырехэтажных благоустроенных домов было заложено еще в начале прошлого года. Возведение объектов вели компании СТ и Холдинг Строй. В прилегающей территории домов строителями обустроены детская и спортивная площадки с беговым кругом. Территория для автомобилей также полностью заасфальтирована. Приехала в 1984 году. С этого года жила по адресу Октябрьская, 3, квартира 1, в двухквартирном доме частном. Там старый дом был, мы там ремонт сделали, окна, двери поставили, очень хорошо жили, все свое там. Конечно, мы сперва топили печкой. Печку сами обновили, муж сделал все. Трудно было, печкой мы как-то не топили раньше. Ну, топили. Привыкли, научились топить печку. За 38 лет жили. Сейчас вот нам предоставляет новую квартиру Семена Данилова, 63/1. Я благодарна. Блокадники и награжденные за оборону Ленинграда получат единовременную выплату. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Выплаты получат граждане России, награжденные медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда, постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Другим темам. Коллектив Айхало-Удачненской больницы пополнился новыми врачами. Из Кыргызстана, Республики Тыва, из Алтая приехали специалисты, чтобы продолжить свою трудовую деятельность на Крайнем Севере. Как встретили их в новом коллективе, оправдались ли их надежды? Своими впечатлениями врачи поделились с моими коллегами. В норме ли пульс, давление, общие показатели работы организма. Кутманбек Измаилов внимательно следит за состоянием своих пациентов. Он врач-реаниматолог. Приехал с супругой врачом-терапевтом из Кыргызстана. Признается, манили неизвестность и новый коллектив. Ну, отделение, принцип работы и у нас и учеба почти что схожи Российской Федерации.
То есть по заболеваниям, по лечению, тактика, в принципе, во многом сходны. Есть нюансы, то есть каждое учреждение своя отработанная тактика есть, то есть и клинические руководства. И вот это моменты я уже освоил. Супруга Кутманбека Айда Нурбаева долго адаптировалась к северным климатическим условиям. Зато первая встреча с коллективом оставила теплые воспоминания. Первое впечатление это хорошее было, то что здесь природа, тайга, очень хорошая, встретили нас очень тоже хорошо, нам дали квартиру, потом мы начали работать. Конечно, первое время было тяжело, но сейчас уже мы привыкли. Чудура Аюн из республики Тыва, не задумываясь, приняла приглашение и приехала на крайний север. Хотелось перенять опыт врачей из другого региона, да и своим поделиться. Она терапевт. Из 8 лет практики 6 она проработала в Тыве кардиологом. По прибытию, как и всем другим врачам, ей предоставили комфортное жилье со всем необходимым для проживания. А вот Людмила Минакова из Алтая попала в удачный по воле судьбы. И здесь продолжила работать врачом-педиатром. Встретили меня хорошо, сразу в аэропорту, привезли в поселок, в город, дали квартиру. И, в общем-то, я устроилась безо всяких проблем. 20 числа я прилетела, а 23-го вышла на работу в педиатрическую службу. И все же пока потребность в медперсонале в районе в целом сохраняется. В свою очередь, генеральный директор Алроса на встрече с общественностью подчеркнул, что компания вкладывает средства в развитие здравоохранения в Мердинском районе. Большая их часть пойдет на закупку оборудования, для обслуживания которого нужны квалифицированные кадры. Примерно 125 миллионов уже это Мирнинская больница и около 80 миллионов Хальско-Удачнинская больница. Но одно дело оборудование, машины, другое дело, конечно, это руки, это врачи, золотые руки. Вот здесь понимаем, что будет сложнее. И самое главное, конечно, обеспечить все это оборудование высококвалифицированным персоналом. Сегодня Айхало-Удачнинская больница укомплектована врачами на 63%. Напомним, что в июле этого года во время рабочего визита главы республики в Мирный Айсен Николаев поднял проблему медицинских кадров и поручил повысить укомплектованность специалистами больниц и поликлиник района. Ксения Журавлева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Определены 5 муниципальных образований Якутии с выполнением плана на 95 и более процентов по заготовке сена. Итак, Абыйский ВУЗ заготовлено 2210 тонн сена или 151% от плана. Вилюйский ВУЗ заготовлено 27 241 тонна или ровно 100% плана. В Усть-Майском УЛУСе 3059 тонн или 97% от плана. Город Якутск заготовил 10 306 тонн, 97% от плана. Верхневилюйский УЛУС 23 006 тонн. Это 96% от намеченных планов. Первый пилотный бизнес-акселератор пройдет в Намском районе в октябре текущего года. Двухдневный обучающий интенсив предназначен для сельских поставщиков. Он включает в себя обучающую и деловую часть. Данное мероприятие пройдет в рамках республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». После 4 отборочных туров из 5000 претендентов осталось 300 финалистов. Они скомпонованы на команды и на данный момент работают над проектами комплексного развития села и развития Арктики. Обучающий проект запускает одна из команд финалистов – сельский поставщик. Низкая осведомленность сельского населения, в том числе предпринимателей и самозанятых, по работе с контрактной системой. Непрозрачная система при закупках с единственным поставщиком в муниципальных образованиях и низкая конкурентоспособность сельских предпринимателей при участии в закупках. В рамках проекта сформулировала ряд предложений по данным проблемным вопросам, по которым необходимо принятие решения на уровне правительства Республики Саха-Якутия. Также, кроме этого, мы планируем к реализации мероприятия по обучающей акселерации для сельских поставщиков, для повышение их компетенций по работе с контрактной системой. Детеныш касатки из-за отлива оказался в ловушке на отмели на побережье Охотского моря, рядом с Магаданом. На помощь ему пришли местные жители и спасатели, рассказывает Артем Сторонов. Спасатели и волонтеры пришли на помощь детенышу касатки, застрявшему днем в четверг на отмели в бухте Гертнера на побережье Охотского моря рядом с Магаданом.
В операции приняли участие 27 человек и 9 единиц техники. По данным МЧС, кит охотился за нерпой, не заметил, как начался отлив, и оказался в ловушке на мели примерно в 300 метрах от берега. Члены спасательной группы несколько часов поливали животное водой, пока снова не начался прилив. Волонтерам удалось развернуть касатку головой в сторону моря и подтолкнуть ее вперед. Однако детеныш был испуган и некоторое время отказывался уплывать. Вскоре все же животное набралось сил и двинулось в сторону моря. Специалисты отметили, что касатка воссоединилась со своей матерью, которая все это время плавала поблизости. По данным Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в 2019 году в Охотском море обитало 2027 представителей этого вида китов. Наш выпуск продолжит брифинг по избирательной кампании. Узнаем о текущей ситуации на избирательных участках. Предлагаем послушать. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Республике Саха-Якутия проходит активно голосование. Сегодня второй день голосования из тех 3 дней голосования, которые определены нашим законодателем. Нужно сказать, что на сегодняшний день из 662 наших избирателей проголосовало 154 тысячи. Это 23,34%. Нужно сказать, что прибавка по сравнению с вчерашним днем – это около 7,5%. Ну а в абсолютных цифрах это 50 тысяч тех людей, которые сегодня до 3 часов пришли и проголосовали. По-прежнему активными остаются наши северные районы, где высок процент, наибольший самый процент 47% это в Анабарском районе. Ну, нужно также отметить Абыйский, Булунский район, Оленёкский район, где также активно наши избиратели принимают участие. Нужно сказать, что вот эта активность, она свидетельствует о том, что наши избиратели с интересом подходят. Необходимо сказать, что сама избирательная кампания проходит в сложнейших условиях. Наши участковые избирательные комиссии действительно героически сегодня проводят вот эту выборную кампанию. Нужно сказать, что всеми средствами индивидуальной защиты мы защищены. Также выразить благодарность органам внутренних дел, которые также активно принимают участие в охране общественного порядка на избирательных участках. Ну и, конечно, силы МЧС, которые также содействуют и помогают в проведении выборов в Республике Саха-Якутия. Это был брифинг, связанный с 3-дневными выборами в Государственную Думу. Ну, а на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. О развитии событий мы расскажем в наших следующих включениях. До встречи в эфире.